В Аше сажают платаны, в Бишкеке не посадили никого. В Балыкчи приехал Камчебек Ташиев с богатыми дарами. Блогеры снимают видео о лимитах на электричество. Несчастный раненый пеликан попал в добрые руки. Это Тандыр Медиа. Несмотря ни на что, мы продолжаем свою работу. Меня зовут Дмитрий. Всем мира, терпения и добра. Поговорим об успехах. Бишкек занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Произошло это сегодня в середине дня. Информация опубликована на портале IQ Air. Эта международная платформа отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира. Наша столица сегодня сравнялась с Калькуттой и на одну позицию обогнала Пекин, город, в котором густой смог – это традиционная составляющая городской жизни. В течение дня позиция Бишкека менялась, иногда мы проигрывали Пекину и Калькутте, но стабильно держались в тройке лидеров. Издание 24KG сегодня опубликовало съемку с дрона, которая оказалась красноречивее всех таблиц и рейтингов. Не могу здесь не напомнить обещание несменяемого и непотопляемого министра энергетики Таалайбека Ибраева. Еще год назад он обещал, что зимой смога не будет. То есть смога не должно было быть еще в прошлую зиму. Потому что на ТЭЦ установили фильтры, потому что заменили дизельные маршрутки на газовые автобусы. Однако пока эти меры явно не помогли. Еще об успехах. Бишкек-теплосеть отчиталась. Во все районы столицы Кыргызстана подано тепло. Но специалисты продолжают работы на внутридомовых сетях, чтобы обеспечить стабильное отопление. Горожан просят с пониманием отнестись к тому, что батареи местами еще не горячие. Система отопления выходит на оптимальный режим постепенно, нужно время. Прорыв теплосети, который оставил без тепла десятки домов, устранили еще в 5 утра. Но еще один прорыв случился сегодня в полдень на пересечении улиц Огонбаева и Османкула. Прямо из асфальта забил мощный фонтан воды. Аварийная бригада оперативно прибыла на место, подача воды была перекрыта, разлив локализован. В Бишкеке пожар в кинотеатре Чатыркуль. Это старое здание, которое стояло практически бесхозным еще с советских времен. Сегодня запылало. Сейчас еще снимаем. На место выехали пожарные расчеты МЧС, которые довольно долго не могли подобраться к пылающему зданию. Но в итоге пожар был потушен, кинотеатр получил серьезные повреждения. Смеяться, чтобы не заплакать, жители Бишкека начали записывать мемные видео о лимитах в 3 киловатта на потребляемую мощность электросети. Внимание, вопрос. Ой, birinci Ariston'la ölçemeyi Bileme, bilem. Bilet. Candır atmayın mı? Candır. Öyle. Güdü. Ова, güydü. Надеемся, что смех поможет вам пережить это сложное время и потерпеть еще 2,5 года. На позитиве и руководитель информационной службы аппарата президента Дайырбек Урунбеков. Сегодня он опубликовал большой пост о том, что надо перетерпеть временные трудности, рассказал, сколько уже построено новых ГЭС и что Кыргызстан ждет большое и светлое энергетическое будущее. Отдельно Урунбеков остановился на причинах нынешней сложной ситуации.
Наша страна до сегодняшнего дня живет за счет гидроэлектростанций, построенных еще в советское время, 60-70 лет назад. К сожалению, после обретения независимости на протяжении почти 30 лет не было построено ни одного нового крупного энергетического объекта. За это время численность населения выросла. Ежегодно строятся сотни новых зданий, заводов и фабрик. Все они нуждаются в электроэнергии. В результате сегодня образовался дефицит света. Это проблема появилась не сейчас, она существовала и раньше. Но тогда ее не решали альтернативными способами, а просто покупали электроэнергию у соседних стран по высокой цене и продавали населению дешевле. В итоге государство все глубже погружалось в долги. Но с 2021 года, продолжает Рунбеков, президент Садыр Джапаров начал значительные реформы в энергосекторе. Начато строительство Камбаратинской ГЭС-1 мощностью в 1800 мегаватт. И после того, как ее построят, Кыргызстан сможет даже продавать электричество за рубеж. Перечислил глава информационной службы и реальные успехи. В прошлом году в эксплуатацию ввели 8 малых и средних ГЭС, а их общая мощность почти 49 мегаватт. Список на экране. В нынешнем году строятся или уже построены 5 ГЭС общей мощностью 41 мегаватт. Вот список. Модернизация Токтагульской ГЭС и ряда других станций добавила или добавит еще 400 мегаватт электроэнергии. В общем, картина радужная, осталось перетерпеть 2,5 года. Экономить электроэнергию решил и Кабинет министров Кыргызстана. Там прямо сообщают, что ситуация сложная. За 9 месяцев текущего года потребление электроэнергии в Кыргызской республике продемонстрировало рекордный рост, увеличившись почти на 1 миллиард киловатт-часов. Это в том числе связано с вводом в эксплуатацию новых промышленных предприятий, социальных и образовательных учреждений, а также расширение объемов жилищного строительства. Одновременно с этим особенности текущего вегетационного периода характеризуются сниженным уровнем притока в реке Нарын. В настоящее время объем воды в Токтагульском водохранилище на 2 миллиарда кубометров ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Такая ситуация требует проактивного подхода к рациональному управлению водными и энергетическими ресурсами. Проактивный подход решили реализовать путем отказа от наружного и внутреннего освещения зданий госорганов и отключения в них электроприборов с 6 вечера и до 6 утра. Это похвально. Обещают, что эта мера не затронет больницы, стратегические объекты и другие важные госструктуры. Еще об энергетике, но не совсем традиционной. Житель Кыргызстана, некий блогер, провозгласив слоган «Да будет свет», устроил огненное шоу в предгорьях столицы для своих подписчиков в ТикТоке, а также для того, чтобы выиграть квартиру в конкурсе от белорусского стримера Мелстроя. Это фаер-представление плавно переросло в доследственную проверку. Вот вам видео. Дорогие зрители, вы хотели красоту, так получайте. Милстрой, смотри, мы живем в горах. Мы не находимся в Нью-Йорке или в Стамбуле, но у нас такое же бешеное желание выиграть квартиру. Погнали! Второй герой дня – очередной подросток, который взял машину у родителей и стал грубо нарушать правила дорожного движения. Как сообщает УПСМ, он самостоятельно затонировал лобовое стекло, установил спецсигналы оперативных служб на машину. Автомобиль был остановлен в ходе рейда. Знали то, что планировать среднее лобовое стекло? А почему? Да. Ал сизге тиешелүү протокол жазылат, жана автоунааңыз айып кароого кирет. Түшүндүңүзбү? Айып кароого кирген себеби сиз деген автоунааңызга атайын кызматтардын сигналын коюп алгансыз. Түшүндүңүзбү?
Нарушитель оштрафован, машина помещена на штрафстоянку. В патрульной службе отмечают рост количества таких несовершеннолетних водителей. Мы призываем родителей усилить контроль, объяснять детям возможные последствия таких действий. Любые нарушения на дороге могут привести к трагедии. В Бишкеке продолжаются рейды антикино. Напомним, сотрудники милиции заходят в так называемые антикинотеатры и проверяют, насколько низок уровень социальной ответственности клиентов этих заведений. Иными словами, милиция смотрит, чем на самом деле занимаются посетители в кабинках антикино, вместо того, чтобы чинно и благородно смотреть это кино. Рейды милиции в антикинотеатры становятся регулярными и проводятся уже масштабно и эффектно. Смотрим видео. Завершился городской суд по делу эксперта Джомарта Карабаева. Его, напомним, признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и активному неподчинению требованиям власти и приговорили к 3 годам пробационного надзора и штрафу в 50 тысяч сомов. Сам Карабаев заявлял, что дело связано с его отказом проводить нужные следствия и экспертизы по политически мотивированным делам. С приговором он не согласился и подал апелляцию в городской суд. Сегодня 3 судей Адылбек Асенбаев, Лейла Байдаева и Замирбек Атаев выслушали доводы защиты и обвинения, удалились в совещательную комнату и оставили приговор без изменений. Жиынтығында шашылыш сот жиынтықталып, соттық коллегия біздің апелляциялықта тануысты қанаттандырусыз қалдырып қойды. Албетте бұл соттық коллегияның шешімін мыйзамсыз жана негизсиз деп санайбыз. Бул соттук коллегияга бир нече жолу ишенбөөчүлүк көрсөткөнбүз. Мурдагысында соттук коллегиянын жалпы курамына ишенбөөчүлүк көрсөткөнбүз. Бирок ал өтүнүчүбүз канааттандырылган эмес. Бүгүн дагы соттук коллегиянын төрагасына Адылбек Асенбаевка ишенбөөчүлүк көрсөттүк. Бирок бул да өтүнүчүбүз да канааттандырылган жок. Ошого карабастан бүгүнкү соттун чечими бир тараптуу болуп, мамлекеттик айыптоочу прокурор эмнени айтса, ошонун негизинде гана чечим чыгарып койду. Албетте бул өкүмдү биз кассациялык даттанууга беребиз жогорку сотко. Не могут быть призывы, да, к массовым беспорядкам без самих беспорядков. То есть часть 3 не может быть просто одна без части 1, без части 2. То есть должны быть организаторы, участники и потом те лица, которые участвуют, да, скажем, или организаторы в дальнейшем призывают уже к непосредственно поджогам, к погромам, да, к противостоянию с представителями власти, то бишь, да, правоохранительные органы, милиция и так далее. То есть это норма именно об этом. Мы говорим, что не может быть одно лицо быть осуждено за призывы к массовым беспорядкам. То есть, соответственно, должно быть большое количество людей. То есть не может быть, скажем, человек осужден за призывы к массовым беспорядкам, если не было массовых беспорядков. К новостям регионов. В городе Ош проведут капитальный ремонт здания администрации местной мэрии и полпредства. Сообщается, что будет полностью обновлен фасад, заменят крышу. В этом здании 70 лет не проводился капремонт, сообщает мэрия. Какую сумму намерены потратить на эту работу, никто не назвал. Тем временем мэр Оша Дженишбек Токтурбаев сегодня лично и очень энергично высаживал платаны на одной из городских улиц. Помогали ему сотрудники мэрии и милиционеры. Саженцы купили в Узбекистане, а высадить хотят в 1000 деревьев. Бисмиллахир-рахман-рахим. Вот так вот. Вот так. Кармап тур. Апке, бер досым. Бер досым. Жама багбандыгын алайлычы, ал. Бисмиллахир-рахман-рахим.
А вот глава ГКНБ Камчебек Ташиев сегодня в Балыкчи. Там он подарил новые дома 6 семьям. Ранее они жили буквально в 2 метрах от железной дороги. Это было небезопасно и неудобно. Новые дома уже с капитальной отделкой, готовые к заселению. В каждом по 3 комнаты. Там же в Балыкчи строятся 2 крупных жилых комплекса в общей сложности на 3400 с лишним квартир. Глава ГКНБ осмотрел и их. Это 59 12-этажных корпусов. Камчебек Ташиев попросил уделять особое внимание качеству строительства жилищных объектов. Также он сообщил, что половина этих домов будет завершена и передана жителям к 31 декабря 2026 года. А сам город Балыкчи получит 500 миллионов сомов на развитие городской инфраструктуры из стабилизационного фонда президента, рассказал сегодня же Камчебек Ташиев. Балыкчи – это ворота Иссык-Куля, туристический центр, который должен стать образцом чистоты, порядка и комфорта. Поэтому поддержка его развития является одной из наших приоритетных задач. И сегодня же глава ГКНБ передал городу Балыкчи муниципальную технику, подметально-уборочные, поливомоечные машины, мусоровозы и специализированные автомобили на общую сумму в 100 миллионов сомов. А вот как выглядят успехи Балыкчи без участия Камчебека Ташиева. На фото новый центр развития молодежи. Построили его на средства Фонда развития Иссык-Кульской области, а потратили на это 4 миллиона 276 тысяч сомов. Это почти 50 тысяч долларов. Эти фото вызвали волну обсуждений в соцсетях, и нашлись те, кто не поверил, что за такие деньги можно построить такое здание. Пишите тоже в комментариях, что думаете, а мы пожелаем успехов и творческого развития балыкчинской молодежи. Закончим выпуск добротой. Житель села Арчалы во время выпаса овец нашел пеликана и передал его в реабилитационный центр Бугуэния. Птица была ранена и очень слаба. Сейчас специалисты фонда выхаживают пеликана. Что, малыш? Лучше тебе? Покушал? Покушал? На сегодня у меня все. Жду ваших комментариев к выпуску. Желаю вам мира, терпения и добра.